Пристав требует, но у меня ничего нет. Так это вообще отлично. Тут огромное количество плюсов. Первое – это то, что ваш долг перестал болтаться по банкам и коллекторским агентствам и, наконец, осел в службе судебных приставов. И вы хотя бы знаете, кому, сколько должны, а также кто с вас будет это требовать. Второй плюс – это отсутствие у вас имущества. Поскольку пристав на родине в большем авторитете, чем коллектор, имеет полномочия и кроме шипения и размахивания руками реально может чем-нибудь арестовать, если найдет. Но тут нужно подстраховаться и проконсультироваться с юристом. Потому что понятия «а у меня ничего нет» у вас и у пристава могут различаться. К примеру, старый бабушкин телевизор для вас барахло, хотя и родное сердцу, а для пристава диковинная вещь. Возьмет, да и позарится на семейную реликвию. Поэтому к моменту общения с приставом с голой задницей вы должны остаться не фактически, а юридически. Третий плюс. Уже близко окончание ваших мытарств. Для исполнения судебного решения о взыскании с вас долга закон отводит приставу 2 месяца. Но, как правило, полгода-год исполнительная лист все-таки болтается в подразделении. После этого, если пристав реально у вас ничего не нашел, он пишет акт о невозможности взыскания с вас требуемой суммы и возвращает челобитную банкиру. Ну и последнее. Банк с радостью примет эту бумагу от пристава и спишет с вас задолженность, поскольку не только вас достал кредитор, но и вы шибко портите ему статистику. Забыть про вас ему будет дешевле. Конечно, при этом он должен быть уверен, что вы реально бедствуете, а не прячете от него нычку, похихикивая над его беспомощностью. Хотя лично я вам искренне желаю, чтобы такая заначка у вас все-таки была.